Гараев Имамаддин Гарай-улы. Чеканя шаг в золоте и под фанфары. Так в Кремле представляют госнаградам. Сегодня их получают те, кто внес самый весомый вклад в развитие республики и страны. Дорогие друзья, отрадно отметить, что сегодня среди награждаемых представители различных рабочих профессий. Ваш напряженный творческий труд – основа успеха самых крупных производств нашей республики. Четверть века Валентина Кирхеева предана одной единственной профессии – доярке. За это ей звание заслуженного животновода республики. Совсем не думала. Первый раз такое ощущение у меня. Волнуюсь, не могу. В зале живой оркестр и десятки выдающихся татарстанцев в преддверии праздника весны и труда. А в Гербовом зале праздник уже сегодня, день наград. Награждают мало того, что за заслуги в культуре, спорте, экономике. Список можно продолжать и продолжать, но и победе, нашей победе. Алексей Комлев в свои 93, как сегодня, помнит День Великой Победы. Его он встретил в Восточной Пруссии. За плечами героические битвы за Отечество. Теперь на груди еще одна медаль за заслуги перед Республикой Татарстан. Я поддерживаю спортивную форму, занимаюсь собой, стараюсь встретить в будущем и 75-ю годовщину Победы. Когда награждают участников войны, зал аплодирует стоя. Медхату Сафарову из Арского района. Он воевал на Белорусском фронте. Миннигуль Салихуддиновой, она ребенком в войну наравне со взрослыми трудилась в тылу. Что если жизнь посвятить музыке? Получаются хиты и народная любовь. По крайней мере, у Гузель Уразовой это именно так. Музыка должна быть в первую очередь врождена в тебе, тогда уже ты ее развиваешь, конечно же, она уже ты творишь для всех. А так, заслуженная артистка республики сегодня стала народной. Восхищению нет предела сегодня. Чувство нас переполняет, чувство радости за те высокие звания, награды. Именно так, имена десятков людей сегодня вписали в историю Татарстана. Госнаграды страны и республики сегодня получили 49 человек. Рамиль Шайдуллин, Андерсон Тальцев, Вероника Гайнутдинова, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань.